А города и села республики в эти дни уже готовятся к Новому году. Вот в Сыктывкаре ледяные скульптуры, елки и горки для детей к концу декабря появятся в каждом районе города. Несмотря на пандемию, администрация столицы Коми приняла решение не лишать горожан новогоднего настроения. Разве что от торжественного открытия главного ледового городка на Стефановской площади пришлось отказаться, чтобы не допустить массового скопления людей. Анна Зубарева в деталях расскажет, как Сыктывкар готовится к Новому году. С мигалками и сиренами в город заезжает праздник. Самый семейный, с ароматом елок и мандаринов. Так в Сыктывкар доставили главную зеленую красавицу республики. 23-метровую ее нашли недалеко от деревни Гажа-Керес в Усть-Вымском районе. Как говорят коммунальщики, в этот раз повезло с погодой. Нет мороза, который делает ветки ломкими, а потому доставка и установка прошли гладко. Вместе со Стефановской площадью в разных частях города будет установлено в целом 16 елок. Так, новое искусственное дерево высотой 12 метров появится в микрорайоне Орбита на Покровском бульваре. И не только. По просьбам жителей микрорайона Давпан в этом году искусственную елку установят по адресу улица Морозова, 118. Также искусственные ели появятся в Краснозатонском на площади Чапыгина, в местечке Сосновая Поляна, в Верхнем Аксаковке, Ситкыркаще, Лесозаводе, в Верхнем и Нижнем Чове, а также в Эжве по улице Славы, на Слободской площади и в микрорайоне Строитель. Конечно, особое внимание уделено Стефановской площади. Символы наших городов, мини-версия Мань-Пупунера, северное сияние, волшебный сад и фотозона. В этом году, как, впрочем, и всегда, администрация горожан решила порадовать и удивить. В целом, оформление новогоднего городка в этом году будет посвящено предстоящему столетию республики. Концепция основана на узнаваемых образах, мифологических персонажах и природных богатствах. В этом году елка будет отдельно, она будет окружена сказочными персонажами. Если помните, то в прошлые года каток был вокруг елки. В этом году мы ушли от этой традиции, и около елки можно будет фотографироваться, подходить ближе к ней, рассматривать ее. Это тоже новое, то, чего не было. Еще одно нововведение. Вместо низкого ледяного лабиринта в 2020-м ждать разновысотный. Дети должны быть в восторге. Прятаться и бегать по его закоулкам будет куда интереснее. Как видим, процесс уже запущен. К работе команда приступила в начале недели. За результат волноваться не приходится. Эти специалисты украшают площадь к Новому году 10-й год подряд. Да и лед в этом году, говорят, отличного качества. 480 блоков по полтонны каждый нарезали под Затонским мостом. Но он весь прозрачный. Кстати, вы можете сами посмотреть. Обычно у нас было с большой шугой, когда идет снегопад. В этом году снегопадов не было. Частично площадь посвятят и предстоящему чемпионату мира по хоккею с мячом. Около главпочтамта появится каток в форме стадиона с разметкой именно для этого вида спорта. Всего администрация города планирует подготовить 10 ледяных площадок. На некоторые из них спортсмены уже вышли 1 декабря. Важно! Муниципальные катки бесплатные и работают для населения в свободное от тренировочного процесса время. А если вы переживаете, что теплая зима со льдом несовместима, специалисты спешат вас успокоить. Мол, причин для волнений нет. Перепады температур не помеха ни профессиональному спорту, ни легким забавам. Даже если верхний слой немного подтает, ничего страшного. Потом финишной шлифовкой пройдут ребята, и будет все хорошо. Катки готовят в 2 этапа. На первом черновая заливка с помощью холодной воды из пожарных гидрантов, на втором шлифовка. Есть одно но. Ее начинают только при толщине льда не меньше 10 сантиметров. Обслуживают муниципальные катки так часто, как этого велит погода или посещаемость. На самых популярных точках спецтехника появляется, безусловно, чаще. Люди ответственные. Вот этот корт, я думаю, что они будут содержать всю зиму. И люди очень ответственно относятся к этому делу. Поэтому я не имею никаких проблем в проведении тренировок. Лед достаточно хороший. Уже тренеры благодарят за качественный лед. Ежедневно производим техническое обслуживание катка.
И куда же в Новый год без праздничной иллюминации? В этом году ее запустили даже раньше, чем планировалось. Яркими красками заиграли улицы Кирова, Ленина, Первомайская, Советская, Интернациональная и Коммунистическая. А еще в этом году у нас вновь есть возможность сфотографироваться с гигантским подарком на Театральной площади или в елочном шаре на перекрестке у Дома быта. Кажется, уже сейчас достаточно пройтись по главным улицам города, и новогоднее настроение не сможет не появиться.